Абзерафима завюсца, Абзела Шебет Апсна Хадаюс Бартах. Ялагает Апсна Хадкара Хада, Рауль Джумкайпа Хаджимба и пресс-конференция. Ахадая Жилагалаштах, Ахайс Витасара Парах. Аже ему Апсна Хадкара Хада, Рауль Джумкайпа Хаджимба. Абзерафима Зиге, Сгуяна Гутаздара, Паишимо Дарадзе, Шизурбак Оздараку, Айлгара Штаху, имя Писуя Хяхту Скварзухан. Аяша Зухан Иоп Зтак Ацара Цвяхо Ахагу Псикалышасу Ванзегисхон Сарду Иотагла Заша Ярдно Халацавялар Пипш Амта Уицас Епахцара. Дорогие друзья, я не просто говорил о том, что журналисты должны получать ту информацию, которую действительно должны доводить до наших людей. Да, есть определенные вопросы, есть определенные проблемы. И об этом я говорил уже с отдельными вашими коллегами. Но сегодня мы как раз таки и собрались для того, чтобы некоторые вопросы, которые будоражат наше общество, были бы известны, по какой причине и как все это происходило. За короткий промежуток времени нам удалось повстречаться как и с главой государства российского, Владимиром Владимировичем Путиным, за столь короткий промежуток времени. Это 4-я вчера была встреча по счету. И с рядом руководителей субъектов Российской Федерации, куда мы ездили, и ездили не для того, чтобы красоваться, а для того, чтобы реально посмотреть, как и каким образом происходят перемены, которые существенно сказываются на людей, живущих в этих субъектах Российской Федерации. Вот мы были в последний раз в Удмуртии, я вам скажу, что уровень жизни в этой республике достаточно далеко отличается от многих субъектов Российской Федерации. Да, там, понятно, есть оборонка, есть добыча нефти, есть вопросы, связанные и с аграрным сектором, но умелое распределение этих возможностей, создание условий для того, чтобы все, что зарабатывается, доходило бы до людей, дает соответствующий результат. Теперь, что касается вчерашней поездки, хочу, чтобы все знали, обсуждались вопросы, которые важны для нас, начиная от проблем границы и кончая вопросами безопасности нашего государства. Были вопросы, которые касаются и социально-экономического развития, были вопросы, которые касаются и темы кредита по железной дороге, были вопросы, связанные и с аэропортом, были другие важные для нас в первую очередь темы, которые получили поддержку со стороны главы российского государства. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время будут продолжены эти контакты и будут реализовываться те или иные мероприятия, которые мы вчера обсуждали. О ваших впечатлениях о вчерашней поездке в Сочи и о результатах переговоров с президентом России. Могу перечислить те вопросы, которые ставились для нас, и они являются существенными. Это вопрос перехода на границы по реке Псоу, возможность улучшения качества работ, увеличение пропускного режима и возможности, мы обсуждали, разделение автотранспорта с пешеходной частью. Такая готовность, такой подход вполне возможен. Мы понимаем, что в течение скорого времени быстро решить все эти вопросы невозможно, но есть способ, который вполне возможно будет решаемым и позволит нам изменить ситуацию на границе. Это увеличение количества людей на пунктах пропуска. Говорили и вопросы, связанные с запуском электрички,
которая тоже снимет определенным образом нагрузку на вот эту часть границы. Говорили о включении Абхазии в программу Российской Федерации по импортозамещению. Об этом говорилось и на той встрече, были даны соответствующие поручения Министерству сельского хозяйства, и такая работа ведется. Нам главное здесь создать соответствующие усилия, работы, которые позволят предложить что-то. Говорили о необходимости, возможности вовлечения инвестиций в восточную часть Абхазии. И такая поддержка есть со стороны руководства и готовность говорить с инвесторами России в первую очередь, там, где есть возможность повлиять на эти процессы. Мы говорили о возможностях решения и по финансовой помощи, которая сегодня есть, и с 1 числа мы эти возможности начинаем реализовывать. Это вопросы, связанные с пенсионным и повышением заработной платы отдельным категориям граждан, вернее бюджетникам. И когда мне говорят о том, что ничего за это время не было сделано, то это не совсем правда. Мы уже выплачиваем прокуратуре, судебным органам с учетом тех размеров, которые мы определили для них по повышению заработной платы. И этот процесс будет продолжен. Мы говорили о возможности работ по 4 перепадным станциям. Такие предложения были и ранее. Те средства, которые были когда-то обозначены в объемах 5-7 миллиардов, реально еще раз дополнительно будут обговорены, и я не сомневаюсь, что эти работы будут начаты. Для нас это дополнительные возможности наполнения бюджета. Мы говорили о выработке, принятии, упрощении процедуры получения российского гражданства лицам, которые остались без паспортов российского государства. И это категория людей старшего поколения в большинстве своем. Добро на это тоже получено и даны соответствующие указания. Эти указания были даны в моем присутствии. Касаясь вопроса кредита по железной дороге, были даны тоже соответствующие поручения о возможности или списания части этого кредита, или соответствующей работы по реструктуризации этого долга. Речь идет о том, что мы в достаточно тяжелом положении по выплате этого долга. Мы уже выплачиваем проценты. В этом году мы будем уже выплачивать и тело кредита. Поэтому готовность российской стороны способствовать нам в разрешении этой проблемы для нас очень важна. Мы говорили также о возможности решения задачи, которая ставится нами здесь в порядке субсидирования малого и среднего бизнеса из тех объемов денег, которые приходят в качестве российской финансовой помощи. Мы уже обозначили свое отношение к этому вопросу. Выступал руководитель Национального банка некоторое время тому назад и говорил о 200 миллионах рублей, из которых 100 миллионов пойдет на малый бизнес в аграрном секторе и 100 миллионов на малый и средний бизнес в городах и районах нашей республики. И мы еще попросили, чтобы именно из тех денег, которые предусмотрены по инвестпрограмме порядка миллиарда, поэтапно пойти по пути субсидирования малого и среднего бизнеса из этих объемов, которые заложены в инвестпрограмме. Мы попросили решить вопрос увеличения квот на топливо, которое мы получаем, с 50 тысяч до 75 тысяч тонн. И в этом мы тоже, надеюсь, получим поддержку
все эти материалы будут еще обсуждаться, и в ближайшее время о результатах я буду проинформирован. И вопросы, связанные с проблемами нашей работы по межведомственным договорам, по обороне, по границе и по МВД, а также по вопросам, связанных с возможностью газификации республики. Но для этого мы сами тоже должны создать условия для того, чтобы газ, который, если будет принято решение, пойдет к нам, то относиться к этому нужно процессу не так, как мы это делаем с нашей энергетикой. И вопрос аэропорта. Мы обсуждали и эту тему, и готовность российской стороны участвовать в том, чтобы нам способствовать в том, чтобы аэропорт заработал, есть. Я не просто говорил, что те, кто сегодня занимаются этими работами, подготовили соответствующее количество материалов, которые нужно подкрепить соответствующими финансовыми средствами. У нас, к сожалению, этих денег нет. И мы не скрывали этого. Предполагалось на каком-то этапе из денег, которые приходят в качестве денег российской финансовой помощи, перенаправить порядка миллиарда, но впоследствии, продумав, мы ушли от этой ситуации, нам деньги нужны пока по многим другим направлениям. Совместное соглашение по МВД, создание вот этой координационной структуры совместной. Меня интересуют подробности, потому что очень много разговоров по этому поводу. И численность, и вообще решен этот вопрос окончательно или нет? Или он еще в стадии обсуждения? В каком виде будет действовать это соглашение? И какие обязательства у нашей стороны и у российской? Из всех межведомственных договоров по большому договору, по развитию большого договора, подписаны на сегодня два только. Это соглашение о пенсионном обеспечении и соглашение о повышении заработной платы отдельным категориям бюджетников. Все остальные, как говорится, документы находятся в стадии работ. Они обсуждаются как и абхазской стороной, так и российской стороной. Мы говорили о том, что нам приемлемо вот это положение, предположим, а что неприемлемо. Мы говорим об этом открыто. И я думаю, что заведомо, как говорится, сейчас говорить о сути и положении этих документов было бы не полезно. Но мы ничего не скрываем. Мы все материалы представим так же, как и в свое время представили по большому договору в парламент. Я надеюсь, в понедельник мы будем обсуждать и эти материалы тоже. В ваших поездках по регионам России и Северного Кавказа до этого вы говорили, что суммы финансирования тех регионов и Республики Абхазия вполне сопоставимы. Какова там деловая обстановка и каковы там подходы, наверное, к ведению бизнеса? Что можно полезного оттуда подчеркнуть, может быть, для Абхазии? У нас наши собственные бюджетные возможности, если брать в соотношении к количеству населения, не очень-то отличаются от тех возможностей, которые есть, предположим, может быть, и у субъектов Российской Федерации, в части касающейся, предположим, северокавказских республик. Но там одновременно с этими возможностями им предоставляют еще дотации из центра. Работают так называемые инвестиционные программы. Программы, которые позволяют наращивать возможности для бюджета и для населения, улучшают качество жизни этих людей. Что касается, я еще раз говорю, цифр, то при том же, что в Карачаево-Черкесии проживает порядка 477 тысяч, бюджет этой республики порядка 5-6 миллиардов собственных возможностей, а все остальное это дотации. Но это не говорит о том, что у них так все плохо, а наоборот, как раз таки развитие бизнеса, развитие малого, среднего бизнеса достаточно на высоком уровне. То же самое, это касается тоже вот Удмуртии, по теме, которая, откровенно говоря, беспокоит и нас, и беспокоит население. Вопросы жилья. Мы все практически более 20 лет ни одного шага не сделали в улучшении вот именно
качество жизни наших молодых людей. Ни одной квартиры мы практически не предоставили нашим молодым людям. Да вообще просто нашим гражданам. Люди сами изыскивают эти возможности. Вот в Удмуртии мы видели эти документы, и я не сомневаюсь, что при правильном подходе мы могли бы применить эту практику и у себя бы. Есть соответствующие усилия государства в этом вопросе, были получены результаты, которые позволяют им говорить о том, что власть сделала все возможное для того, чтобы снять эту проблему. И мы поручили сейчас Кабинету министров и аппарату нашей администрации подготовить соответствующую программу решения этих вопросов. И к следующему году, в бюджет следующего года, мы должны заложить определенные суммы на решение этой проблемы. Пусть это будет в год хотя бы 10-15 квартир, но это даст возможность решения, поэтапного решения этой задачи. Разъясните нам причину отставки Рауля Лолуа и чем конкретно вы были недовольны? Те работы, которые проводились Министерством внутренних дел до этого, я вам могу сказать открыто. В той или иной степени где-то были успехи, где-то были и очень серьезные недостатки. Что касается нынешней ситуации, постановка тех задач, которая была осуществлена с моей стороны, не была прямо и правильно воспринята министром. А что касается всей остальной ситуации, которая складывалась, не нужно привязывать те вопросы, которые в последующем возникли с конфликтами между двумя структурами, которые призваны были бы наводить порядок в государстве. Вместо этого они устроили разборки между собой. Здесь плохо то, что информация не была дана ни той, ни другой структурой, но уголовные дела возбуждены, и будет доведено расследование до конца. Вот в этом я не сомневаюсь. Что касается министра, и этот парень будет использован и в дальнейшем на тех или иных работах. Что касается методов работы, нельзя иногда путать жесткость с жестокостью. К сожалению, это не только МВД касается. Такое место имело и в других структурах правоохранительных. Поэтому мы разбираемся. Та информация, которая есть у меня сегодня, дает мне основание говорить о том, что нужно провести соответствующие проверки и поручить Генеральной прокуратуре продолжить эту работу по имеющейся информации. Что касается двух этих силовых структур, я уже, думаю, вам известно. Указ определил судьбу того подразделения, которое занималось не тем, чем нужно, и будет проведена кадровая чистка. Те, кто пригоден для дальнейшей работы, останутся, а все остальные займутся другим делом, которое больше, наверное, им подойдет. Будет ли создан банк, который будет выдавать кредиты гражданам Абхазии, которые хотят заняться малым и средним бизнесом? Порядка 200 миллионов выделено Национальным банком. Эти суммы будут перенаправлены в наши коммерческие структуры, коммерческие банки. По предоставлению соответствующего проекта, который будет оценен как надлежащий документ, тогда заявитель может получить те или иные суммы, не превышающие 1,5 миллиона. Потому что дальше, я думаю, просто у нас пока таких возможностей нет. Но и в России, если вы смотрите вот ту ситуацию, которая складывается по этому направлению, то и по сельскому хозяйству в российской стороне не более 2 миллионов люди получают субсидирование. Здесь речь идет о субсидировании. У нас пока такой возможности нет. Мы будем кредитовать. И будет кредитование поэтапное. После выполнения тех или иных объемов работ человек может получить следующий объем этих денег. И тогда я больше чем уверен, работу будут выполняться качественно.
Женевская площадка не исчерпала себя, может быть, не ликвидировать, но на время просто остановиться, и инициатива пусть будет с нашей стороны. Я думаю, что пока это единственная действительно пока площадка на таком уровне. А что касается нашей позиции, я озвучивал на встречах с представителями международных организаций, что в Абхазии есть своя твердая позиция, и никто нас с этой позиции не свернет. Как бы, кто бы ее не представлял и не хотел бы изменить. По поводу прошедшего судебного процесса по делу главы Южной строительной компании Вадима Мату. Вот почему невозможно заменить арест на подписку о невыезде? Вот ваше мнение по этому поводу? И как вы относитесь к тому, что вот этот процесс называют политическим? Есть определенная информация о суммах средств и о нарушениях проектно-сметной документации. Это не я говорю, это говорят те, кто занимается этими работами. Подождем и увидим, какие будут результаты. Если прокуратура в своей работе сумеет провести соответствующую работу, то материалы дойдут до суда, и, как положено, будут проведены все эти этапы судебного разбирательства. Никаких других подходов политических быть не может. Мы с вами говорили о некоторых делах еще ранее, до того, как мы оказались в этой власти. И мы говорили открыто о том, что деньги перенаправлялись с одного объекта на другие объекты, которые не были предусмотрены по объемам, по денежным средствам, которые выделялись Российской Федерации. Стадион – один из этих объектов. Там было предусмотрено всего 30 миллионов рублей, а в конечном итоге оказалось, что суммы в десятки, в сотни раз больше, чем то, что предполагалось для этого объекта. Речь идет, я думаю, о достаточно серьезных вещах. И, наверное, прокуратуре и тем, кто занимается, виднее, чтобы не мешать работе правоохранительных структур и прокуратуре. Никаких других постановок задач нет. Гроусер гойт хенкарак яхтоп нейр айра аха харт яхамакана урстула иqo хенкар яра ялохо субъект корна и халша змаджим хенсгуяна гойт аха яхя وفيحمحار алшум избанагзар яра уицас харах црхамгар ха халам цавер дасу идырвазароп جوج دشوا نتكرر عينه حراح أزخرت صوتهن وسي أتقل زاشات أبري أمزج برز مايز يقز أي بلربا أبري نحدو يزكنا وي نتكرر يقز ريحة بتشرجة رتشجرة مريضزام أخا حزتشجوز يريل تحركاي تحت قل زاش سويانا قلت ويا خواتر از خاطر خي رخ قدر صوتحن يشق ما تقول زاشس شرقي سرقي زدر وشو تخا يارلس صارلسنا ابرتزارك شتخلط حراس جالارو حيات جون وا بيلاروسيا اي حبه درغوانا غرقا ورتزارا كرزوحان وا يالا سجر دي بشتغلا زاشا ادزمزدخه حرحت خويت حيتساجر شاحتخو اغراغيس درغيت يرا خطال سيرغيت اغراس يرغيت يزدرودا ابرافيتشا دنوام تزوحان арах даир пившата глаза шашапицу. Ус уюза цавероком меписван Ермантула айхаба
Вьетнама иҳабы, Монголиа иҳабы, Сербиа иҳабы, аха уи иаанагаӡом, иаҭах исҳәоит, уаҵәы рызегьы азхаҵарахьы рхы кыдҵаны рҿынархоит ҳәа. Ицәгьоуп уи аус, аха иахьа аԥхьатәи ашьаҿақәа иҟаҵо алҵшәароуп ҳәа сгәы иаанагом. Рауль Џьумга-иԥҳа ишдыру еиԥш Урыстәылантәи аинвестициатә программақәа рынагӡара азыҳәан аԥара аарышьҭран иҟоуп. Уажәы ус ацәажәарақәа цоит, даса проектқәа еиқәыршәатәыми, абарҭ уажәнатә апроектқәа еиқәзыршәо, апроектқәа алырхуеит, апроектқәа зтәы рыдыркыларан иҟоу аԥара рымырхуеит ҳәа абри иабанӡиашо. Ари иҟазаргьы ауеит уаҩыза аҭагылазаашьа аӡәык, ҩыџьак, жәаҩык ирҳәозаргьы ауеит. Аха ҳара иахьа иаԥаҳҵыз аусқәа иумбар залшом, уи амҩа ҳақәларц шаҳҭахым. Уа агәыԥ иаԥҵаны иҟоу Минекономикаҟны уаҟа иалдыршароуп урҭ азҵаарақәа рыцныҟәара. Апроектқәа уаҩҵас ирылацәажәан аус адыруартә еиԥш. Зныкымкәа, ҩынтәымкәан исҳәахьеит, ԥыхьа иҟаз аҭагылазаашьааны иумбар залшомызт. Апроектқәа иҟарҵоз иацҵаны аԥара инырхыша, иадырбоз, еиҳаны иҟарҵон. Нас, иара аподриадчик ҳәа изышьҭоу, иаарҳәны, асубподриадчик иахь ирханы ирҭиуан. Уи аҭагылазаашьа рхы иархәан, рхатәы интересқәа рыӡбара иаҿын. Убри ҟамларц азыҳәан, иахьа абарҭ апроектқәа реиқәыршәара изҿуаны, аҳәынҭқарра хаҭала аиҳабы аԥыза-министр инаиркны, зегьы ахылаԥшра артыртәишь иаԥаҳҵеит ҳәа сгәы иаанагоит абарҭ аусқәа. Уи зегьы ибзиаӡаны иҟалоит ҳәа сзышәамҳәар ҟалап, аха иаҳҭахуп азакәан ишаҳәо ала уаҩҵас ҳақәныҟәарц азыҳәан. Иҳауа аԥара имаҷӡа, ҳауаажәлар рҟынӡа инаӡартә еиԥш. Уи зны-зынла иаҳҳәоит иҟаҵо маҷӡам ҳәан. Иҟаҵо маҷӡам, аха шәнеины шәахәаԥшы џьара-џьара иҟарҵаз иахьа аилыбгара иалагахьеит. Иаҭахума уи азыҳәан абри аҩыза иҟароу алақәа амазара? Иаҭахуп агәаҵәа аҟаҵарц. Иаҭахуп ҳажәлар рыбзиабара. Убысҟаноуп ианыҟало аҭагылазаашьа даҽакала. Получается, понимаете, что мы живем только тем, что готовы получить некие возможности для своих собственных интересов. Рауль Джумкович, мы говорим о привлечении инвестиций в страну, но есть факты, которые говорят о том, что климат у нас не очень благоприятный. Например, ситуация с континентом. Есть еще один объект, который стоит в новом районе, но никак не используется. И мне известно, что люди, которые пытаются заняться здесь бизнесом, рассчитывают на помощь государства и, в частности, главы государства. Насколько мы сегодня, и мы, и вы можете обеспечить защиту инвестиционным каким-то программам инвесторов в Абхазии? Вы знаете, что касается континента, я говорил, и неоднократно говорил. Я и сегодня, еще раз говорю, озвучиваю свою позицию открыто. Кто бы ни пришел в качестве последующего работника в этой структуре, будут поставлены перед ним задачи. Всех тех, кто там работал, должны быть сохранены их заработные платы. Вот тогда позиция государства будет правильной. Что касается других инвесторов, да, есть, к сожалению, такие ситуации. Буквально на днях ко мне приходили люди, которые практически уже построили объект, он готов, но, видите ли, у нас находятся люди, которые готовы включиться уже на незаконном основании в последующие работы по отъему тех или иных процентов с этих объектов. Не получится. Даны соответствующие поручения, и мы будем бороться с этими явлениями. Это сложный процесс, тяжелый процесс, но он необходим. Необходим просто по одной простой причине, чтобы мы были понятны, и к нам пошли бы люди, пошли бы инвестиции. Мы этого хотим. Я еще раз хочу, чтобы меня правильно поняли. Я ничего никому не обещал, и никому не собираюсь угрожать, но хочу, чтобы было понятно всем. Закон и только закон. Превыше закона ничего нет. Как сложится в дальнейшем судьба Роснефти в Абхазии? Какая позиция руководства по отношению к этой большой компании? Вы знаете, Роснефть есть здесь, она уже занимается бизнесом на территории Абхазии. Что касается
разведки, то документы подписаны были предыдущим руководством. И эти работы проводятся. Что касается добычи нефти, я еще раз говорю, свою позицию. Я озвучивал, это проблема не одного человека, даже и главы государства. Я против этого и никогда не скрывал своего отношения. Но я еще раз хочу, чтобы было понятно. Вот все те разговоры, которые сейчас имеют место, они ничем не обоснованы. Идет речь только о разведке, которую продолжают в соответствии с теми документами, которые были подписаны ранее. А добыча нефти пока вообще не стоит. За что уволен министр внутренних дел? За конфликт между двумя службами? Или вы не удовлетворены его работой? И из этого у меня вытекает вопрос о том, что, какие задачи вами поставлены перед новым министром внутренних дел? Ну, что касается задач, которые поставлены новому министру, это фактически те же задачи, которые я ставил и предыдущему министру. Непростые процессы происходят и в самой структуре МВД. МВД омолаживается, но при этом передачи опыта работы, к сожалению, как таковой не было. И нет профессионализма, того, которого хотелось бы. Поэтому речь идет о соответствующих работах, по усилению работ и по линии ГАИ. Если на начальном этапе мы каким-то образом сумели так или иначе повлиять на эти процессы, сегодня опять у нас эта ситуация усложняется. Это не говорит о том, что Лолуа виноват в этом. Виновата вся система, которая, как говорится, не сработала. Но очень жестко поставлены перед новым руководством вопросы, связанные с этим направлением, вопросы, связанные с преступлениями, их расследованием, розыском и работа, которая предстоит в преддверии курортного сезона и в сам курортный сезон. У нас, несомненно, количество людей, которые приедут в Абхазию в качестве отдыхающих, увеличится в разы. И здесь нужна очень жесткая и активная работа МВД. Я надеюсь на то, что новое руководство как раз-таки с этим справится. Это правда, что в Абхазии сейчас ведутся проверки счетной палаты, и встречались ли вы с представителями данного ведомства? Да, правда, идут проверки счетной палаты. И вместе с ними работает наша контрольная палата. Они вместе работают. Какой будет результат? Увидим по истечению времени. Большое вам спасибо, коллеги. Готовьте вопросы к следующей пресс-конференции. Спасибо вам.